Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов, которых у нас очень много, и чтобы увидеть и понять свои грехи, свою греховность, нужно очень много работать над собой, потому что чем больше грехов, тем больше Аллах отдаляет человека от себя и закрывает ему глаза, и в итоге человек перестает видеть свои грехи, понимать свою греховность. И поэтому, чтобы понять действительно, какой ты грешный человек, да, сколько у тебя грехов, сколько у тебя недостатков, для этого нужно очень много работать над собой. Поэтому каждая причина, иншаллах, причин много, и каждая причина, альхамдулиллах, для нас создает возможность хоть как-то убавлять эти грехи, как-то их смывать, чтобы Аллах Тааля прощал нам, потому что если мы создаем причины, ищем эти причины и пользуемся этими причинами, чтобы Аллах Тааля очищал нас от грехов, мы должны понимать, что каждый день, каждая минута, каждый час это для нас является великим испытанием, и также это причина того, что у нас грехов становится и больше, так ведь? Потому что мы общаемся, мы совершаем поклонение, каждое поклонение имеет в нашем исполнении много недостатков, поэтому пусть Аллах Тааля простит нам наши грехи. Салятуль джамаа, коллективный намаз, совершение намаза в первых рядах, не только в первом, а в передних рядах, соединение рядов и суджуд. Это была, по-моему, тема прошлого урока. Причины суджуд, когда человек совершает побольше суджуда. Да? И сегодня тема гуслюль джум'a. То есть, иншаллах, причины начнем, и, может быть, сегодня и завершим, которые связаны с пятничной молитвой, салятуль джум'a. И первое, гуслюль джум'a. То есть, когда человек берет полное омовение в день джум'a. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман игтасаля яумаль джумуати», кто совершил полное омовение, то есть получается, как принял душ, да, совершил полное омовение в день джум'a, пятницу, «Thumma аталь джумуата», затем пришел на джум'a, фасалля ма куддира лаху, и совершил то, что ему было, то, что он должен был совершить, намаз, то есть thumma ансата, затем он молчал, то есть пока еще до фарза не дошли мы еще, да, потом он хранил молчание, пока имам не закончил свою хутбу, потому что есть этикет, адаб, хутба, да, хутбы, во время хутбы мы знаем, что если мусульманин услышит, как его брат разговаривает во время хутбы, да, ему даже нельзя говорить, не говори. Так ведь? Потому что даже у него не примется намаз, поэтому это такое жесткое предписание, запрет во время джум'a, во время хутбы все должны молчать. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, он пришел в мечеть джум'a, фасалля ма куддира лаху, то есть, может быть, он совершил тахиятуль масджид, мечеть, приветствие, так ведь. Также есть до того, как имам взбирается на минбар, есть 4 раката сунны. Некоторые, я вижу, братья, они не совершают 4 раката сунны и как бы утверждают, что такой сунны нет, но они не должны забывать, что, во-первых, у нас в ханафитском мазхабе ученые это принимают как сунна, во-вторых, даже те ученые, которые утверждают, что нет сунны до фарза джум'a, да,
они не отрицают, что сподвижники, они совершали науафиль. Сподвижники до фарза, они совершали дополнительные молитвы. Просто они вставали и читали намаз. Поэтому те ученые, которые утверждают и стоят на своем, что нет до джумга, нет сунны, даже они говорят, что сподвижники, это все есть в хадисах, кому интересно, эти хадисы можно найти, они вставали и совершали просто намазы. Поэтому как бы все совершают намаз, а кто-то сидит, это тоже не есть хорошо. Потому что сподвижники совершали намаз. Поэтому бисмилля, встань, прочитай 2 раката, сколько тебе удобно. Успеешь там, еще 2 прочитаешь, 4 раката и так далее. Вот поэтому это как бы давно хотел это сказать. Поэтому пришел в мечеть, совершил, что сколько смог, и хранил молчание, пока имам не закончил свою хутбу, потом совершил с ним намаз. Аллах простит ему все грехи, которые были от следующего джумга до этого джумга. То есть между 2 пятничными молитвами Аллах Тааля совершенные грехи между 2 джумгами прощает. И еще и еще плюс 3 дня, за 3 дня еще. То есть это еще получается не только за неделю грехи, еще дополнительно бонус 3 дня еще добавляется. Это хадис. Раваху Муслим. Сборники имама Муслима. Следующий хадис, это уже от Абу Зар, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман игтасаля йом аль-джум'ати фа-ахсан аль-гусля», кто в пятницу совершил гусль, омовение, фа-ахсан аль-гусля, и совершил этот гусль наилучшим образом. Не просто там быстро-быстро, да, а можно сделать быстро, но с суннами, потому что у гусля есть тоже сунны, так ведь? То есть правильно, как полагается, сделал омовение, очистился, то есть сделал омовение, тахарат взял, и сделал это наилучшим образом, и надел на себя самую лучшую свою одежду. То есть мы должны понимать, что та одежда, которую мы используем повседневно, и та одежда, которую мы одеваем на джумаа или же на аид, она должна отличаться друг от друга. Поэтому, когда видишь, что некоторые братья, они там ходят в шортах, например, особенно, да, ладно, пусть это гаурат закрывает, но те же шорты ты видишь, когда они на джумга приходят, да, те же там футболки, там по-инострански все написано, да, как бы джумга, она должна быть другой. То есть у нас должно быть уважение. И это сунна. Уважение гаед намазында, джумга намазында. Мы должны одеваться по-другому. И он одел на себя самую лучшую свою одежду. Я не думаю, что у этих братьев шорты самая лучшая одежда, да? Поэтому, это же тот день, который Аллах Тааля избрал для нас. Другим Он этот день не дал. Поэтому и мы должны уважать, почитать этот день. Потом же он умастился то, что Аллах Тааля ему дал, из благовоний, аудухни ахлихи, то есть из благовоний своей жены. Тут как бы говорится, что то, что они используют там, у себя, да. Потом, затем он пришел в мечеть, то есть весь гусуль, омовение, как положено, так ведь, альхамдулилля, красивая одежда, благовония, и затем пришел в мечеть, фалям ялга, и не занимался болтовней, не занимался прямо ялга, в хадисе говорится про именно болтовню, болтологию, да, валям юфаррик байна тнаин, и не разъединял между 2 сердцами. То есть мы знаем, что один из самых величайших грехов в исламе, когда человек заходит в отношения 2 братьев и разъединяет их. То есть талаштрайн, ладно, да? То есть условие посланник Аллаха сказал, он не занимался
пустословием, болтовней, «Валям юфаррик бейна ithnayn», и не разделял отношения, то есть не создавал вражду между двумя братьями. «Гафараллаху лаху ма бейнаху ва бейна аль-джумуати аль-ухра». Вот тогда Аллах простит ему то, что он совершил между двумя пятницами, между двумя джум'ами. То есть Аллах Тааля прощает ему, получается, грехи, которые он накапливал в течение недели. Этот хадис сахих раваху Ахмад ибн Маджа. Вот здесь уже идут условия. Так ведь? То есть условие, он должен совершить то-то, 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 чтобы удостоиться прощения Аллаха, и он должен воздержаться от того-то, того-то, того-то. Потому что кто-то может прийти, у него гусль есть, он принял омовение, машаллах, весь умастился благовониями, да, пришел, но занимался гайбатом, злословил о братьях. То есть он превратил вот это благое деяние, он превратил в причину того, что он совершает грехи. Поэтому не занимался болтовней, пустословием, «Валям юфаррик бейна ithnayn», и не разделял между двумя братьями. Аллах Тааля тогда простит ему. Дальше идем. Абу Катада, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман игтасаля яум аль-джум'ати», кто совершил омовение, полное омовение в день джум'a, кана фи тахаратин иля аль-джум'ати аль-ухра, он будет в состоянии очищения до следующей джум'а. То есть очищение от грехов, иншаллах. Этот хадис хасан, иснад этого хадиса хороший, раваху аль-Хаким, передал его Хаким. Также у нас другие хадисы есть. Вот хотел выбрать один, потому что много тут хадисов про это, разные риваяты. Вот, очень самый интересный хадис. Вот в конце. Аус ибн Аус, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман гассаля яум аль-джумуати вагтасаля». Вот здесь слово «гусль», то есть глагол от корня «гусль», брать омовение, приходит два раза. «Гассаля вагтасаля». То есть «гассаля» значение, когда ты заставил кого-то взять гусль и сам взял гусль. То есть в тех хадисах мы говорили про то, как ты сам брал гусль, омовение, да, а здесь, получается, ты не только сам берешь омовение, а кого-то еще что? Заставляешь брать гусль. То есть, как можно человека заставить брать гусль, да? Там детей загонять всех в ванную, все давайте, да? Нет, здесь ученые говорят, то есть, чтобы заставить человека брать гусль, нужно этот гусль испортить. Так ведь, все мы взрослые люди, понимаем, что именно половой акт. Именно здесь ученые говорят, что чтобы заставить самому гусль взять и еще супруге, нужно совершить половой акт. То есть это вот здесь уже еще одно дело, да? Добавляется еще одни хлопоты. То есть получается: «Ман гассаля яум аль-джум'ати вагтасаля», кто заставил в пятницу взять гусль и сам взял гусль, то есть испортил и взял гусль, «Thumma баккара вабтакара», затем, баккара вабтакара, ученые говорят, то есть баккара — это когда он пришел раньше всех, то есть он постарался прийти раньше. А ибтакара, ученые говорят, что это слово означает, он пришел до того, как имам поднялся на минбар. Потому что есть другие хадисы, по-моему, от Абу Хурайра, если я не ошибаюсь, радийаллаху анху, хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что каждый джум'a ангелы стоят у входа мечети и записывают тех, кто пришел до выхода имама. То есть, кто приходит раньше, они записывают. Вот он первый пришел, вот он второй пришел. Альхамдулилля, ангелов много, на все мечети хватит, иншаллах. Да? Они стоят и записывают. И когда имам взбирается на минбар, они закрывают книги, куда записывают, да? И идут куда? Слушать имама. Поэтому, дорогие братья, несмотря на хлопоты, на эти работы, нужно
постараться успеть до того, как имам поднимется на минбар. Как имам поднимется на минбар. Поэтому «Фумма баккара вабтакара», то есть он пришел раньше, или же пришел раньше имама, то есть пока имам не поднялся на минбар. «Уамаша валам яркаб», и он шел в мечеть, шел валам яркаб, и никуда ни на кого не садился. То есть получается вот здесь превосходство именно ходьбы, когда человек пешком идет. Когда человек пешком идет. Я почему вот братьев прошу, хотя бы в каком-то мере соблюсти эту сунну, поставьте подальше машину, субханаллах, не надо сюда вот прямо, да? Хоть немножко вспомните, как сахабы, сподвижники в свое время ходили на джумга, да? Радовались, что кто-то дальше живет в мечети. Уамаша валям яркаб, то есть он шел, а не ехал на чем-то, да, валям яркаб, и не садился на что-то, на кого-то. Вадана миналь имам, а когда пришел в мечеть, он приблизился к имаму, то есть он был ближе, то есть на первом ряду, на первых рядах был. Вадана миналь имам, то есть он был близок к имаму, вастамаа, слушал, ва ансата, и молчал, это уже адаб идет, да, валям ялга, и не занимался пустословием, болтовней. Вот это уже все условия, да? Сколько здесь условий уже? Ман гассаля вагдасаля, кто заставил совершить гусль и сам совершил омовение, кто пришел раньше, так ведь пешком пришел, а не на чем-то, находился близко от имама, к имаму, да, вастамага, слушал и молчал, не занимался болтовней. Вот здесь уже сколько условий. И вот результат, машаллах, результат прямо вот. Это милость Аллаха. Это только милость Аллаха. Только столько мы не сможем сделать, да? Но за эти дела Аллах воздаст, иншаллах. «Кана лаху бикулли хутватин яхдуха мин бейтихи иля аль-масджид амаль сана». За каждый шаг, который он совершит от дома до мечети, он получит поклонение год. Сиямуха ва киямуха. Как будто он совершил год, постился, и год выстаивал ночные молитвы. Я сейчас еще раз повторю это. Потому что я сам еще не понял, сколько тут аджра. Я сейчас вот пока буду вам объяснять, я, иншаллах, может, сам пойму, да? Вот. То есть он получит за каждый сделанный вот так шаг, это шаг, ты сколько шагов сделаешь, когда идешь на джумга, да? Если соблюсти вот эти условия, которые идут в хадисе, да, и пешком прийти в мечеть, пешком, да, за каждый шаг он получит аджр, как будто год постился и год выстаивал ночные молитвы. Это за что? Это за каждый шаг. Это за каждый шаг, если он исполнит вот эти условия. Эти условия. Это, дорогие братья, это милость Аллаха. За это следует прямо можно дом поменять, можно квартиру другую купить, чтобы просто в мечеть ходить пешком и соблюдать эту сунну. Альхамдулилля. Это милость Аллаха. Идем дальше. Салятуль джумга. Салятуль джумга. Сама молитва джумга. Анас радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ас-салаватуль хамс. 5 намазов, то есть это получается ежедневные 5 намазов, кафаратун лима байнахунна маджтанабатиль кабаир. Являются вот эти 5 намазов искуплением за те грехи, которые человек совершает между этими 5 намазами, с условием маджтанабатиль кабаир, если он будет воздерживаться больших грехов, то есть очевидных харамов, за что Аллах Тааля угрожает нам адским пламенем. Да, кабаир. То есть это большие грехи. Потому что если человек совершает харамы, очевидные харамы, да, и думает, что вот сейчас у меня через полчаса намаз, да, я буду очищаться от этого намаза, Аллах не простит ему. И Аллах его молитву не примет за это. Поэтому здесь есть условия, то есть, чтобы он остерегался больших грехов. Также
джум'a до следующего джум'a ва зиядат салясат айям, и еще вдобавок 3 дня является, то есть джум'a до джум'a является искуплением за наши совершенные грехи, и также еще Аллах Та'аля добавляет еще 3 дня. То есть неделя, получается, еще 3 дня. А этот хадис сахих нам передал Абу Нуайм. Идем дальше. Ну, этот хадис мы с вами, еще раз я прочитаю. Абу Хурайра радийаллаху анху, этот хадис мы читали. Абу Хурайра радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ас-салаватуль хамс, 5 намазов, валь-джум'ату иля аль-джум'а, пятница до пятницы, ва рамадан иля рамадан, месяц Рамадан до следующего Рамадана, мукаффарат лима бейнахунна иджтанабат аль-кабаир, являются искуплением за те прегрешения, которые совершаются между ними, если человек остерегался больших грехов. Если человек остерегался больших грехов. Вот. И есть еще ряд хадисов. Идем дальше. Вот это джум'а, связано с джум'а. Киямуль лейль. Киямуль лейль, то есть это ночные молитвы. Киям, то есть то, что мы стоим, выстаивание, аль-лейль, ночные. То есть получается ночные бдения, ночные выстаивания намаз. И почему вот именно киям? Потому что весь смысл ночных молитв, когда ты долго стоишь. Вот стоишь именно, чтобы у тебя ноги уставали, ты уже более длинные суры читаешь. И мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда выстаивал ночные молитвы, у него прямо разбухали ноги. И Айша радийаллаху анха, будучи женщиной, она пожалела пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и как-то сказала, спросила у него: «Я Расуль-Аллах, ты почему себя так, мучаешь себя так, да? Почему? Потому Аллах же простил все твои грехи. Твои грехи прощены, ты все равно будешь в раю». На что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ответил: «Афалям акуну абдан шакура», неужели за это я не должен благодарить Аллаха? Поэтому смысл ночных вот этих бдений именно киямы, когда ты стоишь, когда тебе некуда спешить, потому что во время фарза столько не постоишь, потому что надо на работу идти, надо спешить, и так далее, и так далее. А ночные молитвы там никому никуда не надо, поэтому именно вот в этом смысл, долгие киямы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Алейкум би киямил лейль», то есть я призываю вас, вы должны совершать ночные молитвы, то есть ночные выстаивания. Фа иннаху, потому что вот эти ночные киямы, стояния, дабус салихина каблякум, это усердие, которые проявляли праведные, которые жили до вас. То есть праведные люди, которые жили до вас, альхамдулилля, они всегда были и до нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и до сподвижников. Так ведь это были пророки, это были приближенные к пророкам, богобоязненные праведники, это наши сподвижники, это табигин, это наши ученые, так ведь? Поэтому он сказал, это усердие праведников, которые были до вас. Ва курбатун иля Аллахи та'аля, и это есть путь приближения к Аллаху. То есть через эти ночные молитвы Аллах, иншаллах, приближает своего раба к себе. То есть это причина приближения раба к своему Создателю. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это также является причиной, которая помогает оставлять грехи. То есть, когда человек выстаивает ночные молитвы, Аллах Тааля дает ему помощь, что? Остерегаться от грехов. Остерегаться от грехов. Также дальше посланник Аллаха сказал, это искупление, такфир лисайят. Это является искуплением за ваши грехи. То есть Аллах Тааля, альхамдулилля, прощает грехи тому, кто выстаивает ночные молитвы. И последнее, посланник Аллаха сказал, также ночные киямы, они отражают болезни аниль джасад, то есть от тела человека. То есть, получается, ночные молитвы, они даже лечат что? Лечат даже тело человека. Даже тело человека становится
сильнее, и Аллах Тааля через наши ночные киямы отражает, иншаллах, болезни нашего тела. Болезни нашего тела. Вот это киямуль лейль. Ну, про киямуль лейль можно уж говорить еще много. Идем дальше. Салату фната ашарата ракага гайра аль-фаридати кулли яум. Совершение, ежедневное совершение 12 ракагатов намаза помимо предписанных намазов. То есть здесь речь идет не фарзы, 12 ракагатов. О чем речь? Это сунанур раватиб называется в книгах фикха. То есть это те сунны, которые сопровождают 5 фарзов. Так ведь? Потому что мы должны понимать, что есть сунна, а есть фарз. И альхамдулилля, Аллах Тааля, Он мудрый, и поэтому Он сделал так, что иногда до фарза мы совершаем сунны, после фарза совершаем сунны. Вот совершение этих намазов, альхамдулилля, является причиной прощения грехов. Хадис, переходим к хадису. Ан уммиль му'минина умма Хабиба. Умму Хабиба, то есть мать правоверных, супруга нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передает, что она слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ма мин абдин муслимин юсалли лиллахи та'аля фи кулли яумин 12 ракага гайра аль-фарида». Любой, какой бы мусульманин не совершал каждый день лилляхи, ради Аллаха 12 ракагатов намаза гайра аль-фарида, помимо фарзов, илля баналлаху лаху бейтан фил джанна, Аллах обязательно построит ему дом в раю. Аллах обязательно построит дом в раю этому человеку. То есть 12 ракагатов намаза. Этот хадис раваху Муслим, сборник имама Муслима. Также Умму Хабиба передает, что посланник Аллаха сказал: «Ман салля фи яумин 12 ракага». Кто совершил в день 12 ракагатов намаза, буния лаху бейтун фил джанна, ему построится дом в раю. Дом в раю. То есть посредством этих 12 ракагатов Аллах построит этому человеку дом в раю. И через двоеточие посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, перечисляет: арбаан кабля зухри ва ракаатайни багдаха. Это 4 ракагата до зухра и 2 после зухра. 6 уже, да? Ва ракаатайни ба'даль магриб. Также 2 ракагата после магриба, ахшам намазынан сам. Ва ракаатайни ба'даль иша. И 2 ракагата после совершения ночного намаза. То есть есту. Варакаатайни кабля салати аль-гадад. И 2 ракагата до фарза утреннего намаза. Вот это те намазы, сунны, которые мы с вами прекрасно знаем. Иногда пропускаем, может быть и без причины. Так ведь? Там придумываем какие-то занятия свои. И вот 12. Если человек будет постоянен в совершении этих 12 ракагатов, иншаллах, это будет причиной того, что Аллах построит ему дом в раю. И вот сподвижники, которые слышали от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис, они до своей кончины, до смерти, получается, да, они не оставляли эти 12 ракагатов. Когда они услышали, что вот за это будет дом в раю, если будет дом в раю, значит и ты сам там будешь, так ведь? Получается. А чтобы тебе оказаться там, в раю, нужно, чтобы Аллах простил тебе твои грехи. Получается, дом в раю указывает на то, что ты будешь в раю, иншаллах, и на то, что Аллах простит тебе грехи. Вот когда они услышали этот хадис, да, они уже до конца жизни они не пропускали. То есть без причины они не пропускали эти ракагаты. И табигины, который передает нам, иснад же он идет от сахабов, от сподвижников табигин, от багут табигин, да, и до наших мухаддисов. И вот табигины, которые слышали этот хадис уже не от пророка, алейхиссалату вассалям, а уже те табигины, которые передали этот хадис в иснаде, да, в цепочке,
они слышали это с подвижников, и они уже тоже до конца жизни не оставляли эти ракааты. И даже если человек был постоянен в совершении какого-либо дела, если из-за какой-то причины он оставил это дело, да, ну вот что-то случилось в жизни, да, например, он постоянно постился в понедельник, четверг, например, он старался не пропускать, да, ну вот так получилось, он заболел. То есть милость Аллаха, как будто он получит аджр, как будто он это сделал. Потому что на это очень много хадисов указывает. Поэтому если человек, например, старался не пропускать, он не пропускал эти сунны, но так получилось, да, ну какая-то причина, что-то случилось, так ведь, но он оставил сунну, да, альхамдулилля, если бы не было этой причины, по которой он оставил эту сунну, если бы не было этой причины, он бы это сделал бы, так ведь, значит он получит этот аджр, даже если он этого не сделал. Если, например, человек заболел, но каждый четверг он постился, машаллах, Аллах даст ему аджр, как будто он не болел, как будто он постился, хотя он не постился, так ведь? Или, например, человек каждый раз, он вставал на ночную молитву, он совершал, но он вот проспал. Да, создал все причины, ну, может быть, был уставший, с дороги был, заболел. Причина. Если бы этой причины не было, он бы обязательно встал бы и совершил бы намаз. Значит, он получит, ангел запишет по воле Аллаха, что он встал, взял омовение и целую ночь выставил намаз. Это милость Аллаха. Это милость. Но это немножко другая тема, но это касается 12 ракаатов. Как их беречь, хранить. Так ведь? Этот хадис уже второй. Раваху аль-Бухари, Муслим и имам Ахмад. Идем дальше. Следующая причина. Мен гада иляль масджиди ау раха. То есть следующая причина прощения грехов. Когда мен гада иляль масджид, то есть гада, кто вечером или утром ходит в мечеть, идет в мечеть. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман гада иляль масджиди вараха», кто утром и вечером идет в мечеть, а'аддаллаху лаху нузулян миналь джанна, Аллах приготовил для него место в раю, его достойное место, кулляма гада аураха. То есть Аллах готовит ему место в раю каждый раз, когда он идет утром и вечером в мечеть. Он идет в мечеть, Аллах готовит ему место. Где? В раю. В раю. Каждый раз, когда он идет в мечеть, Аллах готовит его место в раю. Вот это милость Аллаха. Это милость Аллаха. И автор книги, шейх, говорит, что здесь речь идет не только, например, он идет утром, вечером только для совершения намаза. Человек может идти, например, чтобы поучиться. Так ведь? Человек может прийти пораньше и ждать намаз. А мы с вами говорили про это, что ожидание намаза — это тоже есть поклонение. Так ведь? Человек может, например, лихудур маджлис ильм ау зикр, он может прийти, чтобы поприсутствовать на уроке, чтобы прибавить себе знаний, или зикр, или где поминается имя Всевышнего Аллаха. Бишарт, но есть условия: ан ла ятакаллама бигибатин ау кадибин ау ма ашбахахума. Но здесь есть условие, чтобы он, когда придет в эту мечеть, он не занимался злословием, то есть не говорил гайбат, да, и не обманывал, не занимался ложью и подобными запретными вещами. Потому что у некоторых, да, когда он идет в мечеть, когда он находится в мечети, это может быть причиной того, что он не поминает Аллаха, не восхваляет имя Аллаха, не совершает намаз, а он там гайбатом занимается. Как я помню, один абый говорил, ну вот, говорит, «Кэнэна бір мәшитке барып талашып қайтмасам еқлап болмай», говорит, этот. Если один раз в день не схожу, говорит, в мечеть, не поругаюсь с кем-нибудь, говорит, вот спать не могу, говорит, не ради этого мечеть приходит, так ведь? Не ради этого. Поэтому здесь тоже условие, чтобы не переступались границы дозволенного. Идем дальше. Аль-инфак. Расходование имущества на пути Аллаха. Иншаллах, у нас несколько причин прощения грехов, которые связаны с
садака с расходованием на пути, с разными видами садака. Сначала аят. Сурату Тауба, сура покаяния, 99 аят. Всевышний говорит: Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Ва минал а'раби ман ю'мину биллахи вал яумил ахири. То есть среди арабов, даже правильнее будет, среди бедуинов есть такие, которые уверовали. Он уверовал в Аллаха, валь яумил ахир, и в судный день. Ва яттахиду ма юнфику курубатин индаллахи ва салаватир расуль. И он надеется, или же он считает, что то, что он расходует на пути Аллаха, это приблизит его к Аллаху и к молитвам его пророка, его посланника. То есть, если он будет, есть среди бедуинов люди, которые уверовали в Аллаха и в судный день, и расходуя свое имущество, они надеются, считают, что это их приблизит к Аллаху, к его милости, и они этим самым заработают доброй молитвой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они так считают. А на самом деле так нет. Аллах говорит: «Аля иннаха курбатун лахум». На самом деле, действительно, то, что они совершают, это приближение для них. То есть Аллах действительно приближает их к себе посредством их расходования. Саюдхилюхумуллаху фи рахматихи. И Всевышний, и Аллах введет их в свою милость. Инна Аллаха гафурур рахим. Воистину Аллах прощающий и милостивый. Сурату Тауба, 99 аят. Вот здесь идет, Аллах введет их в свою милость. Инна Аллаха, потому что Аллах гафур, он прощающий и милостивый. То есть посредством расходования на пути Аллаха Аллах прощает грехи людей. Идем дальше. Следующая причина. Аль-амилу биль-хакки аля садака. То есть амиль биль-хакки аля садака — это человек, который занимается сбором заката. Сбором заката. То есть он подходит к людям, напоминает. Но это во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники были специальные, они занимались этим, да? Они собирали закат. Они собирали закат, и потом уже этот собранный закат, он расходовался. Расходовался, то есть он уже уходил на те места, на которые указал Всевышний Аллах. То есть это сборщик заката. И вот если этот сборщик заката, он будет правдой работать, да, честно будет работать, иншаллах, то это будет причиной того, что Аллах простит ему грехи. Рафи ибн Худейдж, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-амилу биль-хакки аля садака», тот сборщик садака, который занимается этим делом, опираясь на истину, то есть честно, правильно это все делает ради Аллаха, да? Он подобен кому? Калгази фи сабилиллахи азза ва джалла хатта ярджа иля бейтихи. Он подобен воину. Он подобен воину, который воюет на пути Аллаха, пока не вернется в свой дом. То есть человек, который собирает вот этот сборщик заката, он выходит, он идет кому-то, объясняет, так ведь, забирает. Альхамдулилля, ничего из этого не забирает, потому что он не имеет права забрать из этого, пока амир ему не скажет или амир ему не даст. Так ведь, вот, альхамдулилля, он честно работает, и он подобен воину на пути Аллаха, пока не вернется в свой дом. Этот хадис сахих. Раваху Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджи, Хаким и так далее. Следующая причина — аль-хазинуль амин. То есть надежный, получается, хазин, надежный хранитель. Надежный хранитель. Это тоже связано с садака. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: аль-хазинуль муслимуль амин. То есть надежный хранитель мусульманин, который хранит садака, который ему дали. Аллади ю'ти ма умира бихи камилян муаффиран таййибатан бихи нафса фаядфа'уху иля аллади умира лаху
умира ляху бихи ахадуль мутасаддикин. То есть надежный мусульманин, который получает от кого-либо садака, то есть не себе, ему кто-то передал это садака, и он от чистого сердца, он доводит это садака до нужного человека, да, он как посредник, получается, ему кто-то дал, он должен это дать кому-то. Так ведь? Потому что все обладатели имущества, они не могут искать вот так. А где, кому вот дать? Им работать надо. Им надо деньги зарабатывать, чтобы закат платить. Так ведь? У них нет времени. Поэтому в исламе это всегда было. Были люди, может быть, при халифах, при джамаате, при мечети, были люди, которым люди доверяли, они получали вот этот закат, эти деньги, и они уже сами распределяли правильно. То есть вот если он правильно это все сделает, от чистого сердца, отдаст тому, кто этого достоин, он будет одним из жертвующих на пути Аллаха. То есть он будет подобен тому, как будто он сам эти деньги жертвует, как будто он сам дает эти деньги. Поэтому, альхамдулилля, это тоже милость Аллаха. Хотя это он не свои деньги дает, так ведь? Это он не свои деньги дает. Но, альхамдулилля, за то, что он поступает правильно, за то, что он не поддается наущениям, да, и помогает обладателю имущества, получается, избавиться от налогов, да, получается, он же это должен заплатить. Пока он не отдал закат, он долгу перед Аллахом. Вот, альхамдулилля, он получит столько же аджира, сколько получит именно сахибуль маль, то есть обладатель имущества. Дальше. Ас-садакату ват-тасаддук. Ну, жертвовать на пути Аллаха. Садака. Но это как бы, что касается садака, нельзя ограничивать садака только деньгами, потому что сунна пророка, алейхиссалату вассалям, призывает всех жертвовать на пути Аллаха, делать садака. А пожертвование, да, это не обязательно деньгами. Кто-то может жертвовать деньгами, кто-то может жертвовать временем, кто-то может быть пожертвовать своей заботой, он заботится о ком-то, да, может насихат дать, может там помочь ему просто там физической силой и так далее, и так далее. Поэтому это садака, это действительно такая тема, обширная тема. Абу Зар, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждое утро за каждый свой суляма, то есть за каждый свой сустав, сын Адама должен давать садака. То есть каждое утро сын Адама обязан давать садака за каждый свой сустав. Вот у нас есть суставы, они работают, альхамдулилля, служат нам, поэтому мы должны за каждый сустав должны давать садака. Таслимуху аля ман лакия садака. То есть получается очень много суставов. Так ведь? Очень много. Немало. И за каждый сустав мы должны давать садака. И посланник Аллаха уже учит нас, как давать садака. Таслимуху аля ман лакия садака. Когда он будет приветствовать того, кого встретит, это садака. То есть салям. Саляму алейкум. Это садака. Саляму алейкум. Это садака. Саляму алейкум. То есть все, уже тут плюсуется. За этот сустав, за этот. Так ведь? То есть распространять салям, приветствие. Ва амруху биль ма'руфи садака. И когда он побуждает кого-либо к благому, это тоже садака. То есть он может сказать: брат, вот так надо делать. Вот я вот такой хадис читал, или вот так надо правильно делать, да? Амр биль магруф, когда человек побуждает к благому, это тоже садака. Ванахьюху аниль мункар садака, когда человек предостерегает кого-либо от порицаемого, от греха, например, он увидел что-то и говорит: брат, вот так нельзя делать. Вот так нельзя. Вот пророк саллаллаху алейхи вассалям запрещал это делать. То есть он, получается, порицает порицаемое. Да? Это тоже садака. Это тоже садака. Ва имататуль аза ани тарик садака. Когда человек убирает какие-то преграды на дороге мусульман. То есть человек идет по дороге,
Там может быть камень лежит, может быть ветка лежит, про ветку есть отдельный хадис, так ведь? Может быть там, не знаю, люк канализационный открыт, и человек может не увидеть это, да, а ты можешь это увидел, закрыть, да, или что-то поставить туда, или там канава, или еще что-то. То есть человек может навредить своему здоровью, жизни, так ведь? И если человек уберет это с пути, это тоже садака. Это тоже садака. Поэтому столько вспомнил, как-то с братом едем, куда-то по дороге едем с одним братом, и что-то я с ним разговариваю, он раз что-то на тормоза, на обочину встает, и что-то, я говорю, что случилось? А там, говорит, это, садака лежит в дороге, говорит, на дороге садака лежит. Сейчас заберу, говорит, заберу. А я сначала не понимаю, я что-то ему рассказывал, что-то, да, о чем-то. Он такой побежал, потом приходит, там какое-то полено лежит или еще что-то. Ну, человек же может, говорит, наехать на это и там шины повредить. Садака. Он забрал это садака. Так ведь? Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, имататуль ада ганит тарик садака, то есть убирать то, что мешает людям, то, что вредит людям с дороги, это тоже садака. Ва будату ахлихи садака. И когда человек радует свою жену, да, половыми отношениями, это тоже садака. И когда посланник Аллаха завершил перечисление вот этих примеров, да, он сказал, и достаточно за все это 2 ракагата духа намаза. 2 ракагата духа намаза. То есть, если человек совершит 2 ракаатани минат духа, 2 ракагата духа намаза, то есть, получается, он уже отдал садака за каждый свой сустав. И тогда «Калу я Расулаллах». И тогда люди спросили: «О посланник Аллаха, если кто-либо из вас удовлетворяет свою страсть, так за это тоже он получит аджр садака. Так это тоже разве садака?» И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: а если человек положит свое семя туда, что ему не разрешено, то есть если он совершит зина, за это он получит грех? Люди сказали: конечно, если человек удовлетворит свою страсть запрещенным путем, то есть совершит зина, это страшнейший грех. Вот посланник Аллаха сказал: вот так же, если человек удовлетворит свою страсть разрешенным путем, он получит за это аджр. То есть посланник Аллаха сравнил это с зина. То есть если за зина сколько аджра получишь, а греха, да, за зина, вот за халяльным путем, за то, что человек удовлетворяет свою страсть со своей женой, он получит за это аджр. Этот хадис сахих раваху Абу Дауд. И также в сборнике имама Муслима написано. Также Абу Зар радийаллаху, вот поэтому тут уже сколько видов садака, да? Не обязательно там, так, у меня денег нет, поэтому я уж никак не могу садака дать. А ты салям дай кому-нибудь. У бабая спроси там, как дела, или там поздоровайся с кем-то, или помоги ему, да, там у него настроения нет, ну там успокой его, машаллах, взбодри его, и так далее, и так далее. Вот много видов садака. Абу Зар радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: каждое утро утром каждый человек должен давать садака за свои суставы, за каждый свой сустав. Факуллю тасбихатин садака. И каждый тасбих, то есть восхваление Всевышнего, да, то есть субханаллах говорит. Что означает субханаллах? То есть он признает и объявляет, что Аллах пречист от всех недостатков. То есть Аллаху присуще только свойство совершенства. Поэтому он говорит субханаллах, то есть Аллах пречист от всех недостатков. У Аллаха не может быть никаких недостатков ни в именах, ни в качествах, ни в деяниях. Поэтому каждый тасбих это садака. Вы сказали субханаллах, вот после намаза 33 раза субханаллах, это 33 садака. Вакуллю тахмидатин садака. И каждый тахмид, альхамдулилля, слово альхамдулилля есть садака за каждый. Вакуллю тахлилатин садака. И каждый тахлиль, когда человек говорит ля иляха илляллах, за каждый ля иляха илляллах он получит аджр, как будто он садака давал. Вакуллю такбиратин садака. И каждый такбир, слово Аллаху Акбар говорит,
садака. Ва амрун биль ма'руфи садака. И когда человек побуждает кого-либо к благому, это садака. Ва нахи аниль мункар садака. И когда человек остерегает, предостерегает кого-либо от порицаемого, от запретного, это тоже садака. Ва иджи мин далика ракагатани таркахума минад духа. И достаточно за все это два ракагата духа намаза. Два ракагата духа намаза. Вот здесь тоже про духа говорится, да? Поэтому за каждый сустав человек должен платить налог ежедневный, да? И вот сколько суставов, вот здесь следующий хадис. Айша радийаллаху анха передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннаху хулика куллу инсанин мин бани адам аля ситтина ва талатмиат мифса». То есть каждый человек из числа сынов Адама, он создан, и у него сколько получается? Ситтин ва талатмиат мифса, то есть 360 суставов. То есть получается у каждого человека 360 суставов. فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهُ وَحَمِدَ اللَّهُ وَهَلَّلَ اللَّهُ وَسَبَّحَ اللَّهُ أو استغفر الله أو غزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي أو يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. И каждый человек, и посланник Аллаха говорит, 360 получается суставов, и тот, кто возвеличивал Аллаха, то есть сказал Аллаху Акбар, ва хамид Аллах, и он сказал Альхамдулилля, восхвалял Аллаха, ва халлял Аллах, говорил ла иляха илляллах, что нет божества кроме Аллаха, ва саббах Аллах, и говорил субхан Аллах, а устагфар Аллах, или же просил прощения у Аллаха, астагфируллах, или же убрал камень от пути людей, или же какую-то колючку, или же какую-то кость антарикин нас, которая лежала на пути людей, люди могут споткнуться, упасть, так ведь, или же побуждал к благому, или же запрещал дурное, адада ситтин ва талатмиат, 360 раз. Если он сделает это 360 раз, то Аллах Тааля в этот день Аллах Тааля избавит его от ада. Избавит его от ада. Вот поэтому вот то, что посланник Аллаха сказал 360 суставов, да, и вот он перечислил вот эти множество видов садака, это показывает, что вот это садака, да, поклонение, видов садака очень много. Поэтому если Аллах тебе закрыл этот путь садака, Аллах тебе откроет этот путь. Еще другой хадис есть, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: каждый из вас обязан давать садака. И когда люди спросили: а если у него ничего нет? У него нет денег, чтобы давать садака. Посланник что сказал? Тогда тебе не обязательно давать садака, да? Нет. Посланник Аллаха сказал: тогда пусть он заработает своими руками и даст садака. То есть он заработает себе на свою жизнь, а на остальное даст садака. То есть если у тебя нет возможности, тогда работай, сказал посланник Аллаха. Так ведь? Работай. Пускай работает, заработает и себе, и чтобы садака давать. А люди спросили: а если он не сможет? Ну вот не получается у него, он не может, да? Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тогда пусть побуждает к благому и порицает, остерегает, предостерегает людей от дурного. А если он и это не может? Если он и это не может? И вот так посланник Аллаха перечислял, и в конце уже хадиса он что сказал? Тогда пусть избавит людей от своего вреда. Тогда для него это будет садака. То есть он начал вот так, уровень поставил, да? Уровень. Человек должен делать вот это. Но он это не может, я Расуль-Аллах, тогда должен вот это сделать. Это тоже не может, тогда вот это, тогда вот это. Но если от него нет никакой пользы, тогда пусть не вредит людям. Для него это садака будет, да? Вот, альхамдулилля, даже тут получает и самый высокий уровень, и самый низкий уровень. Он все равно должен садака давать. Поэтому говорят же: наумат залима гибада. Это великие слова. Да? Сон залима, тирана, это, говорит, поклонение. Потому что когда он спит, никто от него вреда не получает. Вот, поэтому. И следующий у нас ат-тасаддук биль-маль. Хадис, где говорится о садака, расходовании имущества. Но давайте, иншаллах, это уже на следующем уроке, потому что у нас еще тут несколько хадисов про садака.
Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.